Слово имеет представитель законодательного собрания Красноярского края, представитель ячейских якутов Геннадий Николаевич Маймага. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие земляки. Здравствуйте, да, волнуюсь, извините. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Михаил Ефимович, вот я помню, когда в 1991 году, когда вы обратили взор на Исейских, на наш родной поселок Исей, возле Исея, сельских якутов и всех малочисленных народов, проживающих в оккупированной республике Саха-Якутска. Когда в то время у нас начали устанавливаться такие тесные связи, которые по нашему поручению тогда даже Климент Егорович Иванов прилетал к нам в Россию для проведения исполнения ваших поручений. И с тех пор мы неразрывно, вот как-то в советский период выпадал из общения с республикой Саха-Якутия. И вот последние годы, когда республика в составе новой России стала развиваться такими темпами и помогать даже всем проживающим за пределами республики, даже в социально-экономическом развитии. Начало 90-х годов для всех известно были самые трудные годы даже для самой России. И в те годы наш Исей и наш народ исейский, Саха, выжили, честно говоря, первые годы рыночных перемен благодаря республике Саха-Якутия. Это не просто так, это очень важное дело. И я вот вам скажу, вот то, что за эти годы такое развитие республика прошла, которому, да, действительно, на уровне мирового значения. Я вот мы когда были в составе Ивентийского автономного округа, наш поселок Исей, из Низкой области сельской Якутии мы даже были закреплены в уставе автономного округа, как имели гарантии прав коренных малочисленных народов. И вот сейчас, и тогда никаких сложностей, проблем у нас не было. Ну, войдя в состав Красноярского края, мы как-то не можем до сих пор в эти нормативные вопросы решить о гарантиях прав. Кофебрейк, потом презентация. Я вот сейчас думаю, мы за все эти годы прошли все этапы, всех чиновничьих ступеней. Мне кажется, сейчас, да, вот сейчас я могу, да, вот выразить чаяние, надежду наших. Вот сейчас этот форум, конечно, создан для поддержки республики Саха-Якутия, а мы как-то обращаемся, да, со своими вопросами. Но жизнь ставит такие вопросы, которые, видимо, нужно решать. И этот форум дает такую возможность, такую площадку, чтобы, да, первые лица наших субъектов, наших республики Саха-Якутия и Красноярского края, губернатор, хотел бы я, и в этом согласно мои земляки, жители Исея, чтобы за столом переговоров
решили все наши сложные вопросы, которые не могут решить чиновники рангом ниже. Ну вот это самый главный вопрос. Но также то, что мы вот смотрим, живя в Есении, как развивается ваша республика. И даже вот посланцы земли Саха-Волостера, Саха-Кыртыстера, Андрей Дугазер, Баран Верх Семерна Лурон, Сайзан Лурос. Республика уже Камуляхова, Сахова. Ну, несмотря на реалии такие жизни, мы все равно тоже как бы не теряем духа, сохраняем свой язык, культуру, обычаи. И вот я своему приезду вот, хотел бы поделиться с республикой Саха-Якутия. Вот уроженец Есея, Бортул Николай Христофорович у нас был художник, очень талантливый человек. Конечно, вот у нас в Красноярском крае немного освещен, но я думаю, если бы в республике Саха-Якутия Министерство культуры взяла план работы, в этом 90 лет исполняется в декабре этого года нашему Николаю Христофоровичу, талантливому художнику, вот, который я хочу вручить достойно тоже показан, освещен. Вот у Николая Христофоровича есть такая деревня в Верхневилюйском Улусе. Мы вот были с Владимиром Васильевичем Ботулом в этой деревне сейчас, посетили великий Исеф-Аланхо Верхневилюйского Улуса, проведенный в честь столетия Республики Саха-Якутия. Я вот сейчас от души поздравляю республику, народ республики с этим великим событием, великим юбилеем. Спасибо. А юбилейную выставку произведений Николая Христофоровича Ботула мы в этом году в республике проведем. И еще пригласим делегацию есейских якутов. Это будет одно из первых таких мероприятий нашего форума. И вот, Маймага имеет фамилию Маймага. Вы знаете, Ботулу почему Ботулу, Эспех почему Эспех? Когда они в 17 веке начали уходить из засиженных мест по известным причинам, у них были очень мудрые предводители. И чтобы эти люди, которые покидали на долгие века свою историческую родину, они от названия отцовских родов закрепили. И когда пришли христианские миссионеры, они свои фамилии записали по названию своих отцовских родов. И таким образом они сохранили свои истоки. И когда в начале 90-х Геннадий Николаевич Маймага приехал в Якутию, я его повез намским маймагинцам, вот там наслед Маймага, и посадил среди маймагинцев
Потом я долго его искал, потому что, совершенно похожие. И они его восприняли очень тепло. Так же было, Геннадий Николаевич. Вот так вот. И это очень мудрое было решение. Спустя, считай, почти 3,5, почти 4 века. Человек пришел и говорит: я вас родственник. Где-то